на нашей автозаправочной станции. Вы выбрали АИ-92. Идет процесс заправки. Доброе утро, ребятки. Время 5 утра. Очередная экспедиция. Она все переносилась, друзья. У нас погода стояла просто ужас. 3 дня просто херачили дожди. Сегодня вообще просто что творилось. Даже на участке, ребята, смотрите, стоит просто сантиметра 3-4 воды. Она даже не успевает впитывать в целом. Конечно, рискуем на подъем, на муть. Ну, собрано уже давно. С Планово уже давно собирались, ребята, так что выезжаем. В общем, едем к Олегу, друзья, на кордончик. Совсем недавно были у него в гостях. Рыбачили, круто провели время. Ну и, в общем, Планово мы через неделю хотели заезжать, ребята. У Олега день рождения хотели отметить, но не получилось. Точнее, ребята заехали, я не поехал. И вот спустя 2 недели, ребята, возвращаюсь. Но уже совсем другая система, ребята. Фидер, шмидер. В общем, будем пробовать ловить щуку и изя. Зайдем на Таежное озерко, возможно, карася посмотрим, друзья. В общем, ну что-нибудь поживем, увидим. У нас впереди целых 3 дня, 2 ночи. Отличная компания. Жду Вову, ребята. Вова едет с Сыктывкара, заезжает за мной. А Олег и Женя уже ждут, в общем, на точке. Все, ребята, погнали. Да, с подъемом воды, конечно, наверное, промахнемся. Ну а что поделать, уже и так переносили раз, так что давайте уже поедем. Давайте, друзья, со мной, как обычно, 2-3 части. Понеслась. Коты. Ну что, мы на рыбалку едем, рыбы пока нету. Наверное, уже, друзья, по традиции я показываю, что беру с собой в поход. Ну так, планово. Вроде как бы стараюсь по минимуму, все равно, ребята, 3-4 рюкзака получается. Уже сумки мои уже, ребята, к ним так привык четко. Здесь где-то доночки, где-то дождевички, там газовое оборудование. Ну, беру все равно, ребят, на всякий случай. Первый раз в этом сезоне, ребят, беру фидера. У нас здесь уже ребята открылись, а у меня все не получалось еще выехать. Занимались огородами, короче. Вот первый раз буду открывать у Олега, то бишь наверху. Ну, здесь вся фидерное оборудование, катушки, кормушки, ребята. Прикормка прошлогодняя, все, что осталось у меня. Кукуруза, опарыши, база 2,5 килограмма. И что-то по мелочи там у меня остатки были. Стол, продукты. Здесь, ребята, одежда. И будет и баня, и как бы все всякое разное. Забродники, ну и 15 литров бензина, ребят, берем на, помимо мономотора, у нас еще генератор, чтобы было светло, четко. 15-ку, ребята, беру. Все. Вова на подъезде, ждем. Вот такая, ребята. Такой ураган был, смотрите, это просто все была вода, вот так текла. Просто что творилось, ужас. Офигеть. Короче, ждем Вову. И все, до Олега. Вот это автомобиль, ребята, для рыбалки. Самое то. Аланчик подтянулся. Загрузимся. Так, и сейву. Жесть. Просто жесть. Кофе с молоком. Так, ребят, ну что, все, погнали.
Визингу и сейчас в сторону Кайгородка. Просто едем, друзья, речкой, с берегов все повыходили вот эти мало приближенные. Ну, скорее всего, и на какую речку мы идем, там, наверное, тоже беда да печаль. Переживали насчет этого. Ну, уже раз собрались, уже заднюю не даем, уже что, идем до Талова. Что-то будем думать. Короче, осадка выпала просто ужас, ребят. Смотрите, вот эти все ручьи, вон, они просто полноводные, они все херачат, блин. Ладно, все, друзья. Как-то так, да? 50 километров нам сейчас потрястись придется. Вот такой самолет у Вовчика. Красота для рыбалки вообще. Он говорит, езжу здесь, говорит, и сплю, говорит, в этой машине. Да, нормально. Все, братва, давайте, все, увидимся у Олега уже, полетели. Нам сейчас потрястись немножко будет, дорога неважная. Да, в принципе, везде, наверное, дороги в России такие. А в деревнях вообще печаль. Надо дорогу оповестить там людям, какие у нас дороги нормальные. Все, ребята, погнали мы. Тормознули, ребята, на родничке. Вода путнику. Засранцы, блин, а. Уважаемые посетители. Что, наберем, Вов, да? Да. Наберем водичку. Холодная такая. Это ключевая. Здорово, одетый. Все классно, классно. Что, у вас дождик, да? Ну нет, ой, ебал, дремал. Что, кофе будете? Да вон, да, что, дороги надо. Пошли, кофе. Все, ребятки, добрались до Олега. Все, у нас тут уже все заряжено. Женек с своим баркасом. У Олега уже все готово, друзья. Будут 3 лодочки. Я сегодня без своей. 2 ПВХшки и у Олега вельбот. Красота. Моросит дождик здесь. Здорово, здорово. Ну что? Как дела? Как дела? Все хорошо? Бандюга, здорово. В лес, скажи, хочу, да? А тебе до осени терпеть надо. Сейчас в лес тебе нельзя. Все на яйцах. Да. Да, уже почти готово, да? Да. Чуть-чуть осталось. Ну вот как сейчас горошек меня просит, чтобы я ее в морозилку кинул, чтобы не пересыхала. Ну. Влади- В таком состоянии морозилку, да? Владимир, да, меня попросил. Все, я понял. Огонь. Огонь. Че, вон, как настроение? Вообще замечательно. Боевое? Да, дождик не помеха. Мы же в поисках новых приключений. Ну, как обычно, да? Как обычно. За трофеями, да? Конечно, тут где они только трофеи эти плавать будут. Только так, да. Ну все, так. Сейчас перекинем. Что Жене, что Вове, Шмурдяк. Да хуя. Так, мы домки с собой возьмем, чтобы уже там не забыть. Остальное все к ним будет.
нормальная тема, да? Вот? Я отключил вот это. Включил, да? Вот эта тачка с 97 года. То есть я... Машина в моих руках уже 12 лет. Вот посмотрите. Ничего я не делал вообще. Просто ничего не делал. Мотор эти сфоткаю вам. Лялька, да? Единственное, я мотор заменил. Я купил ее сразу в первом комплектности купил мотор. С завода мне привел. Владимир Владимирович нам опять же также помог. Немножко со скидочками всякими разными. Вот воткнул ее, посмотри. Ничего, ни масла нигде, ни херасла. Вообще четко. Да. Да я говорю, УАЗик у тебя вообще бодрый. Блин. Гидроусилители уже мы тоже с Владимировичем ставили. Вот. Гидроусилитель руля. Дисковые тормоза тоже ставили с Владимировичем. Лебедку Владимирович ставил. Бампер Владимирович делал. Как-то так. Вообще огонь. Да. Ну, я говорю, лялька вообще. Тачка, да, тачка вообще четкая. Немножко поднимать, правда, стало уже, 97 год все-таки. Но еще, я думаю, лет 10 У меня, братан, четырка 6-го года, поверь, она уже сгнила вся. Ну, это еще, видимо, все-таки совдеповская. Ну да, да, 97 год. это же раньше делали у нас. Сейчас УАЗики, например, у меня у знакомого тоже 2005-го УАЗик, он просто как дуршлаг. Просто как дуршлаг. дуршлаг, да? Офигеть можно. Так вот не вы Шевроле сейчас берут, 3 года, все, братан, она гнилая, понимаешь? У нас еще с солью сыпят, Ну, видишь? вот, да, у меня, видишь, в принципе, по соли-то не ездит. Ну да. Что я за 11 лет, сколько она у меня, эта машина? В 12 году я взял, 23, да, 11 лет. Ну, я раз 5 на нем только в городе был. Ну. Все. А так в основном, что здесь по местности, Все по лесу, да. по говну ездишь всякому. Ну. Там тоже, тестировали мы тоже его, конечно, четко. В общем, ребята, как-то так, сборы, потихоньку качаемся. Олег вчера поставил отметку, вода, ребят, поднимается. Но здесь вроде как более-менее, потому что там проходили, кофе с молоком, я думаю, все, если попадем просто в ноль. Аква, ребят, 360 на Хидея 9.8. У Олега уже лодочку видали. Ну и Вовки тоже, Роджер. На гладиаторе 9.8. Внутри пузырек. Как пойдет? Сейчас посмотрим. Давай, мне надо поделиться, что полицейские сапоги. Поехали, машины поставим. Мы поедем, поедем. Да. И потом приедем, сейчас он поставит. У меня там вот тяжелого особо, да? Ну что, все готово. Баркасики загружены. Парням досталось тяжелый вес. Ну, с Олегом просто уже начнем сейчас по пути раскидывать донки, ребята. Как обычно, у Олега стоит ловушка на миногу. В общем, как-то так. И уже потихоньку будем сейчас подниматься, и уже какие-то плюжи будем уже расставлять. Так планово. Донки, продольники, щуколовки. В общем, посмотрим. И, возможно, друзья, зайдем в лес. Там есть пару секретных озер маленьких. Там живет вот именно северный карась, ребята, который не клюет на удочку. Возможно, бросим сетку на карася. Карась должен уже подняться. Соответственно, можно было бы, конечно, порыбачить, половить карасиков. Ну, в целом, как будто все нормально, да, вода прибывает после таких дождей. Вот Олег вчера отметку ставил. Все, ребята ставят машины. Мы отходим. Все, с Богом. Погнали. Раз для двоих что даже не чувствуешь.
понеслась. Понеслась. В общем, мы с Олегом остановились, ребята тут тоже тормознули, сейчас едут на ловушке за миногами, а мы уже начнем готовить. Вот такой плюжок, ребята, езиный. Будем разбрасываться. Ясь должен клевать хорошо, друзья. Так что начнем. Вон парни полетели за миногами. У Олега все подписано. Кстати, Олег, помнишь, вопросы задавали по колокольчикам? Ага. Давай, пока не забыли. Давай. Все спрашивали, что за резина? Ну, резина, ну, какую найдешь, такую режь резину. То есть я не могу сказать. Подушки, например, УАЗик буханка, подушки задние прессорные, они как раз вот такие кубики, квадратики. Ага. Болгарка режу. И все, да? Да, тут ножиком прорезал прорезь, да и все, в принципе, тут на гвоздики, все просто. По сути, они продаются по идее. Ну да, я видел. Ну, вот это сейчас покажу заводской. Потому что у нас магазинов здесь нету, соответственно, вот этот заводской. Они как бы, в принципе, недорого стоят. Вот я примерно по ним сделал, понимаешь, да? Ну да, мне просто реально утяжелители, да. Так, ничего тут сложного, в принципе, нету. Вон даже к этому присрал, вон. Это еще бубенчик, еще интереснее. Да, вон видите, ребята, просто четко, все классно. Да? Здесь колокольчики не будем ставить, да? Не, зачем? Мы же не будем здесь следить. Здесь не будем, да, просто будем бросать и все. Все по старой схеме, ребята. Палочки, веточки, тычечки для доночек. У Олега немножко по-другому. Он породец не делает, он просто такие небольшие рогатульки делает. И чисто так хоп, накидывает. И все. Все, сейчас ждем ребят. Привезут наживку. Начнем.
Ну что там, братва везет что-то, нет? А что ты хочешь, Жень? Воду поменять? Да не надо. О, вообще бомба, да? Бомба, конечно, Может, конечно. на 2 ошиблись, но 135 насчитали. Блин, вообще песня. 130 есть точно. Я вам, ребята, вот такая штука. Ловчая у нас, конечно. Так. Обязательно, ребят, губу вот так половиним, чтобы не зарывалась. И на прокольчик ее под хвостик вот сюда. Можно руку песком немножко, чтобы держать. И вот здесь, видите, ребят, полосочка такая у нее. Вот. Примерно вот сюда. На прокольчик ее. Раз. Все, кровь не идет. Все нормально. Все, забрасываем. Короче, все четко, ребята. Много есть. Рыбалка будет. Вода, в принципе, не мутная. Мы все переживали, мы, конечно. Все нормально. Насаживаем по одной. Хотя 2 поводка. Ну, чтоб на рыбалку хватило. Нет. Жень, вода еще большая. Ну, как бы. 20 лет до фигово. Кто-то выходил, ребята, лось, наверное. Да, лось. Давно уже, правда. Так, ну что, первый пляжок готов у нас. Сейчас хотим посмотреть, такие дожди были, ребятки, и тепло. Может, первые грибы уже вылезли. Все-таки дело прошлое. У нас первый выход в начале июня всегда бывает. Хотя бы маслят. Здесь вот бары. Места такие хорошие. Может, грибочки есть. Блин, со свежей картошечкой. Точнее, свежие грибочки, ребята. Да, лосишки вон, ребят. Топчутся вон. Ходят тут постоянно вон. Пожарить бы было круто. Похавать. В тайге уже запахи, ребята, другие. Новые краски. Все зазеленело. Вот эти места, ребята, кстати, богаты беломошником. Боровики здесь. Этот район вообще славится по грибам. Раны, короче, нету еще. Не знаю, в этом году, если хороший урожай будет, то, возможно, даже приеду. Тут всегда приемки стоят. Можно денежек заработать. Ладно. Будем кушать гуляш. Сегодня хочу гуляша приготовить пацанам. С макаронами. Что-то так жрать захотелось. Что-то за грибы заговорили, так сразу кушать захотелось. Ладно. Все, мы дальше, друзья. Следующий пляж обрабатывать. Добрались, друзья, до следующего. Здесь прошлый заезд мы здесь ставили. Вот наши рогатулечки. Вот смотрите, как вода упала, ребята. Как ставили, как сейчас вода. Ну и у Олега здесь как бы тоже какие-то ориентиры есть, потому что, ну, пляжи очень коряжные. Соответственно, примерно каждая доночка должна стоять там, где нужно. Так, ребят, ну что, парни у нас там ставят, мы с Олегом переехали еще на один. Опять тоже непонятно. Ищем, смотрим, потому что, ну, как правило, 10 донок ставишь, 2 работают. Вот сейчас проверяем. Метр, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Минушка. Губа. И под спинку. Раз. На прокол. Пока, ребята, ставим по одной.
Вечером будем смотреть. У нас майский жук еще есть. Полетела. Это, мне кажется, длинновато, нет, Андрей? Длинновато что-то, да? Андрюш, я тебя как попросил, так и делай, потому что оставишь донки. Всё. Еще 6 штучек, друзья. Нормально. Ну, уже где вопрос, что к избе подходим. Коряги повылазили, блин. Пол. Что, друзья, набрались. Какая-то туча, дождь моросит. Блин, комаров-то уже в море. Все, друзья. На кордоне. Время к обеду уже. Ну что, половину дел сделали. Хорошо. Еще немножко донок осталось. Здесь у нас доночки. А вверх доночки. Продольники надо ставить. Надо же сало ловить. Ну все. Красота. Смотрите, друзья, какой лук уже. В прошлый раз вот такой только вылазил. Ну, пожалуйста, лучок. Комаров, блин, ужас. Все нормально. Ну, здравствуй, изба. Здравствуй, здравствуй. Красота. Я хочу хоть хотя бы форму убрать, Андрей. Да? Ну да, это то, что мороженое, Олег. Вот я что говорю, чтобы не так резко разморозилось. Понимаешь, да? Да. Ну, холодильник вот тоже. Это наши уже все положили сюда? Наверное, да, Вовка. Ужас. Ужас, просто ужас. Андрей, это на 100% трое суток здесь будет. Так, да, конечно, смотри, сколько хавчиков. Ну что, разгрузились, ребята. Мы будем готовить обед. Гуляша замутим сейчас. Парни поехали дальше донки ставить. А мы с Вовкой тут замутим. Везде, ребята, рифтомиды работают. Комаров в избе не будет. Короче, красота. Олег привез мне телевизор. Сюда телевизор будет ставиться. Маленький. Короче, у меня будет телевизор. Все. Вован газ подключает. Начнем готовить. Так, для гуляша, наверное, вот в этой сковородочке сделаем. Большой гуляшек. И нам нужна кастрюлечка. Опять навезли кучу банок, солений. Вот здесь отварим макарохи. Отварим макарохи. Так, чисто перекусить. Все, погнали. Сейчас гуляшика наварим. Мясо это нормально. Когда в голодухе, Что-то мясо набрали, да? О. Вообще. Вдруг можно жить, да. Такое мяско, ребята. Уже нарезано. Добавим томатика, томатную пасту, водички, немножко мучки. О, парни приехали. О, закипает. Закипает макароны.
Макарелы, макарелы. Лодочку можно вынести на улицу. А, вот, подожди, секундочку, вот. Насос еще, насос. Вывалился. Все? Да. Не знаю, как ребята вы думаете, но я лично так думаю. Что ты где сегодня спишь? Сверху или снизу? Ну, я на пальму не залезу, по-любому. Я лучше... Закрывал, места хватает, он угорает. И в путь дорогу. Извиняюсь. Ветерок, видишь, и прием у нас теряется. Все не очень хорошо. Так вот сделано, да? Вот это вот рыбацкий напиток. Да. Самая тема. Андрюха уже его рекламировал. Тема вообще классная. Вот реально, я попробовал, все, водка уже для меня не напиток. Ну да. Конечно. Реально, Кстати, тоже уже, ну, не особо мне нравится. Вот смотрите, моя прелесть. Водка. Это не водка, это просто рыбацкий напиток, моя прелесть. Моя Так прелесть. что, ребята, вот нормально. Бомба. Андрюха. О, это. Бомбический. На погода фартит. Я могу сказать, смотри. Ветер, смотри какой. Все по расписанию. Ну, ветер сегодня обещали 14 метров в секунду. То есть это надо было ждать этого. Ну, как бы не особо удобно тоже на закидушке рыбачить, да. Прикормка, ребята, фидера. Все. Мы готовы. Едем за мелочи. Будем ловить живца. На продольнике, на щуколовке. Ну и донки еще там будем расставлять. Все, готовим фляги. Сейчас опять же по пляжам их развозим. Что-то под живца, что-то под рыбу. Короче, как-то так, друзья. Так, стол здесь у меня. Стул. Я все взял. В общем, у меня открытие, ребят, по фидеру. Я у себя не успел съездить. Дожди шли. А сейчас здесь буду открываться. Но мелочушка-то по-любому будет клювать, мне кажется. Посмотрим. Так, братва, ну что, понеслась? Понеслась. Как я соскучился, друзья, по фидеру, это вообще труба. Ну, место такое, не сказать, что прям какое-то перспективное. Но здесь вот как раз в этом месте, ребята, мы ловили езя. В прошлый раз мы попали. Мы попали на езя. Так что здесь попробую найти эту бровку. Примерно ориентир помню, кусты вот эти. Блин, мошка, ребята, грызет. Все уже. Уже все. Сейчас наладим. Все наладим. Все наладим и будет чики-чики. Чики-чики-чики. Чики-чики-чики. Фидергам есть. Сейчас что-нибудь соорудим. По-любому патроносор буду вязать. Как обычно. Я ему не изменяю. Блин, и то, что на пляжах, ребят, не люблю рыбачить. Все в песке, блин. А так как будто бы нормально.
У меня есть. А у тебя есть? Да. Так, друзья, что, собрал 2 фидера. Ну, здесь, как обычно, патерностер делаю. 2 петли, одна побольше, отвод. Использую такие застежки на кормушку. Удобно менять, когда нужно. Кто-то вообще, смотрю, пропускает прям в петлю. Ну, я, короче, так. Ну, сейчас поводочки надо завязаться. Как правило, пока поводочки вяжусь, надо прикормку сделать, чтобы настаивалась. Я взял базу такую, ребят, 2,5 килограмма. Желтая. И получается здесь остатки прошлогодние. Здесь у меня мыши поели, ребят. Что тут у нас? Лещ, шоколад. Пшено я забыл дома. Тут что у нас? Лещ, шоколад тоже. Ну, чисто так. Чисто прикормку замешаем. Что у нас еще осталось? Тоже есть шоколад. Мыши любят прикормку, зараза. Поводочки, ребята, флюрокарбон 18. И, наверное, поставим что-нибудь из моих любимых. Вот эти КДФ пойдет 8 номер по европейской квалификации, я так понимаю, потому что вот такие крючочки. Парни донки стоят, а я буду бодаться. Так, что, посмотрим, друзья, что тут у нас вообще. Есть бровка какая-нибудь, нет бровки. Глубина, маркер 100 грамм. Все, так, старая клипса, сразу смотрю. Есть старая клипса, нету старой клипсы. Старая клипса есть, сразу снимаем. Песок. Ну что, так в принципе ровненько все. Такие небольшие есть. Совной бровки такой нет. Подальше закину. Ну что, друзья, первый пошел. Ориентир вот эта береза. Так, оттуда надо все убрать по-любому. Погнали, сейчас посмотрим, как 90 постоит. Ну, глубина 1,5 метра максимум. 1,80 м может. Ну, стоит. Еле-еле. Пацанов шакли уже клюют. Мелко-мелко, говорю, это для фидера. Я сюда выходит потом вечером, утром. Он любит такие места мелководные. Для фидера это не пойдет. Я даже у себя от 3 метров считаю более-менее такое место. Что там шевелит еле-еле. Не нравится мне здесь, ребята, не нравится. Глубина 1,70 м максимум.
есть. Ну, это уже пойдет, подлещичек. Ты можешь, хочешь, я тебе могу дать поводки мелкие. Да у меня есть же, братан, все. Готовы? Нет, я все вяжу сам, как бы этот. Готового ничего нету. Что, у тебя готовые поводки? Конечно. Сейчас посмотрим. Тут так беда. Живца таки не наловим. Все это хорошо, ребята. Но вода прибывает прямо на глазах по пляжу. Очень хорошо видно. За 15 минут она вон поднялась. Гром гремит, друзья. Туча какая-то херачь. Я перешел. Сюда в угол сел. Тут поглубже, конечно, но рябчики поют. Лето, а рябчики поют до сих пор. Понятное дело, если заниматься донками, продольниками, то на фидер надо сидеть кормить. Это понятно, друзья. Нам просто нужно наловить живца. Вот и все. Здесь глубоко. Надо кормить, просто сидеть. Опять же, и надо и ставить, и дождь опять намечается, блин. И рябчики поют. Ну все, ребята, пошел дождь, блин. Сейчас все сырые будем. Пацаны поехали за плащами, что-то не взяли мы с собой. Не обещалось как будто дождя. Вечер должен быть хороший. Хрен там был. Вот летом это дождь и комары самая такая беспонтовая тема, блин. Подлещик. Ну? Да, смотри, снесло, да? Что, проверим? Вон что-то качает. Что-то есть, да, ребятки. Что-то непонятно. Олимчик маленький. Да нет, днем-то навряд ли. Тут он гуляет вроде. Олимчик, Езди, наши родные. Заглотил, да, Вовк? Так, у меня садок есть вроде, сейчас садок положим. Так, остальные что там? Молчат. Так, Нормально? ребят, ну что, я переехал оттуда на пляж, который возле избы. Вовку попросил. Вовка на удочку, короче, мелочь ловит. Ну, попадается что-то. У меня крючки крупноватенькие, чуть-чуть поменьше поставил. Можно там. Вот такая плотва, ребята. Приехали сюда, у нас 4 донки, и все одна, смотрю, звенит. И язык попался уже. Опять что-то мухрит, блин. Опять все ломает. Ну, короче, вот тут, ребят, хочу сесть. Посидеть. Что-то мне там вообще не понравилось. Мелко. Не мое, вообще место не нравится. Короче, здесь сяду. Сейчас также бровочку поищу. Что-нибудь придумаем. Ну, первый язык. Я уселся. Бровки особо нету. Этот подальше, этот поближе. Вот и все. Тут барханы идут песчаные. Конкретно бровки нету. Погода, блин, достала, блин. Только подсох. Походу опять сейчас упанет дождь. Ну, какая-то мелочь, ребята, клюет сразу. Ну, мы на продольнике наловили. Вован там на удочку наловил. Мы с Женьком. Ну, такие подлещики, красноглазки, верхоплавки попадаются. Что-то я там решил переехать, что-то мне там не понравилось. Ну, короче, посмотрим, что. А Олег у нас зашел в лес на озеро за карасем. Взял он
маленькую лодку, резинку. Что-то дыркает. И сетюшку там на карася поставят. Вода прет, ребята. Блин, вода прибывает. Прямо на глазах. О, нет, ребята. Такую погоду точно не для фидера. Блин, заколебало. Не дает порыбачить. Дождь. Сейчас опять дождь. Беда. Смотрю по донкам, друзья. Вот мы их поставили в обед. Смотрите, как вода прибыла. Прошлую рыбалку мы их переставляли, потому что вода падала, палочки все дальше и дальше. Сейчас будем палочки наоборот вытаскивать к берегу. Вода прет, блин, страшное дело после дождей. Вот такая сорожка, ребят. Клюет. Этому прогнозу, друзья, верить нельзя. А он опять дождь херачит. Мы так вроде подгадывали, что сегодня как будто бы вот с утра там дождик, потом после обеда вот солнце. Солнце вышло, мы такие обрадовались. Ненадолго. Погода вообще стрёмная. Ну и, блин, попали на подъем воды. Донки, наверное, работать не будут. Про фидер вообще молчу, ребята. Трава, грязь идет. Ну, мы свою миссию выполнили. Живца наловили. Так что все хорошо. Будем надеяться, что щучка поклюет, так как там мелочь ловили и покоцанная. И вот у меня сейчас опять замолчало, что-то выходило одна за одной. Хорошо, и сейчас тихо. Когда щучка выходит. Все, ребята. Выключаюсь, потому что дождь. Блин. Ну, на живца на сегодня наловили. На заброс. Что-то ребята не едут. Где они вообще? Наверное, ставят продольники там сверху. Бляха-муха, а. Погода.
Вот такая рыба, ребята, клюет. Кто это у нас? А, это елец. Я думал, шакля. Ельца отпустим, конечно, пускай живет. Погода, друзья, просто отвратительная. Только на 5 минут дождик перестал. И опять, короче. Сижу, что, рыбачу. Делать нечего. Пацаны не едут. Что-то я весь замерз, блин. Весь сырой. Опять дождь замокрил. Надоел. Что-то, ребята, зацепил. Наверное, щука. Наверное, щука бомбанула живца, чтобы поклевка была дурная. Нет. Друзья, изюк. А нет, лещ, подлещик. Давай, давай, братик. Вот и дождик. Зацепил я Леху. Небольшой, конечно, друзья, но приятный. Поклевка, конечно, сразу баба четкая. По таким поклевкам я соскучился, конечно. Блин, насидел-то, друзья, смотрите. Тут уже крючочек я маленький поставил. Чисто, чтобы жуца ловить. Такой грамм 500. Пойдет. Конечно, пойдет. Еще пойдет. Нормально. Наконец-то, ребята, парни едут. Я что-то промерз, блин. Стул весь сырой. До трусов, жопа вся сырая, короче. Ну что, так прикольно. Можно, ребята, рыбачить. Погода просто не дает. Немножко покормил. Вот подлещик подошел. Сейчас еще одна хорошая поклевка была. Ну, прям такая же. Он выкладывает. Бам, шнур провис. Я просто думал, что здесь не будет на мелях. Тоже не глубоко. Я думал, щука хапнула. Обычно такая же поклевка. И сейчас опять вот прозевал, правда. Руки мыл, смотрю, у меня выкладывает. Щик, шнур провис. Я цоп не успел. Там штук с десяток плотвиц поймал. Ну, подлещик грамм 500. Пацаны летят. Блин. Время-то уже 6, наверное. Уже и кушать охота. Переодеться надо. И донки надо будет мутить. Вода прет, ребята. Смотрите, что творится. Ужас. Ну да ладно. Мелочи жизни, как говорится. Ничего страшного. Как-то так. Как-то так. Ну что, братва, переждали немножко дождик, 8 вечера, начало 9. Перекусили яичницей быстренько, согрелись, переоделись. Олег печурку зацепил. В общем, такой расклад. Парни идут самый вниз, на самый дальний пляж. Мы с Олегом сейчас ставим здесь продольник. Потом я сажусь в лодку, иду на средний пляж, а Олег поднимается наверх, где вся движуха там. Сейчас они там были, поставили щуколовки. Перезаряжаем, добавляем на второй поводок майских жуков на изя. Короче, как-то так, друзья. Должны все успеть. Сегодня пасмурно, но у нас белые ночи, так что нормально. Все, погнали. Первая банда погнала.
Мы сейчас с Олегом, друзья, где-то вот здесь продольник. Местечко тут интересно появляется. Щука частенько там гуляет. Вода прет, блин, страшное дело. Ну что делал вот? Ну это уже тоже тухляк, да? Не, нормально, кидай. Там, это, да, все. Готовим наживку себе. Так, мне надо 11 штучек. 3. Воронку потом, смотри, вот сюда вложу, смотри. Угу. Ехал и эти остатки все туда. Понял. Да, давай. А вот вижу, Вон. видишь, да? Да. Так что вот, тонкому практически мешать не будет. Сейчас глубжимся, смотрим, тяга где. Точно не получается. Сильное течение, да? Нормальная, блядь. А если там, Олег? Вот этот Нет, не надо, Андрей. Нет? Там уже эксперимент отводим. Не устраивает, ребята. Местечко. Подняли мешок. Тяга большая. Живец просто будет крутиться там. Сейчас что-нибудь придумаем. Решили по зеленочке бомбануть. Место интересное. Я уже показывал. Ну, не испытанные. Да, но не испытанное. Вот у нас бутылочка тащит. Что-то ее, правда, к берегу немножко сжимает. Ну, мне кажется, растянет. Растянет, да, Олег? Ну, я думаю, да. Вальшнапа, ребят, тянут до сих пор. Он прям налетает. Красиво. Тыщ. Сколько, Олег, поводкочек у нас? Сколько поводков? 12. 12. Угу. Почему-то у тебя 12 везде. Ну, раньше было 15, потом понимаешь, что лишние. Да. И вот потихоньку сократил до 12. Как-то так, ну, сам, это все по себе произошло. Ну. Специально. Кто-то посоветовал, а сам так придумал, можно сказать так. Вот жеста какого он живя сейчас, смотрите. Кабанчика вот. Акушарик, да? Давай, работай. Иди за 7-килограммовой. Ну да, мамкой. за мамкой какой-нибудь. Хотя бы 7. Да, слушай, семерочкой надо, да, пободаться, блин. Вообще, Андрюш, блин, я тебе говорю, столько эмоций так. Столько у меня руки тряслись потом. Да, конечно, конечно. Полчаса после этого. Тем более, когда в лунки тащишь, и там особо не понимаешь, а тут, когда она уже Ну, когда видно ее, не да. дается же тебе взять ее, чтобы вытащить сразу. И понимаешь, что если ты начнешь ее в наглую тянуть, она... Что это крючок? Посмотри, что это за крючок Да. на щуке этой. Вот, вытаскивал. В одно лицо вытаскивал. Причем обоих щук. Ну, щука, смотри, активная, да, получается? Ну, верно. Там что хапала. Женя поймал, да? Ну, опять, щука активная, возможно, мелкая только. Ну да, тоже верно. Пока же мы только мелкую ловим. Это ни о чем не говорит. Завтра посмотрим, если что-то здесь попадется. Более-менее. Которые щуки я называю, хотя бы 2 килограмма, чтобы была. Это уже что-то на щуку похоже. А что это вот эти шутки? Понятно. Ну, четко, да, уходит? Да, нормально. Хорошо, Олег. Ну все, насаживаем, ребята. Вешаем поплавок, 5 у нас. Грузим кирпичком. И все, до завтра. Завтра будет видно. Ну еще, конечно, донки проверим. Погода распогаживается, ребят, смотрите. Наконец-то сегодня крепило нас, блин, целый день. Да. Вот надоело нам все. Надоело, да. Площадь ездить. Так, друзья, ну что? Продольник поставили. Олег сейчас погнал наверх. А я туда вниз. А парни еще вниз. Еще доставлять вроде доночки будут. Короче, целый день что-то бегаем. Труба. Не садились еще, не присаживались. Вроде все просто.
А делов очень много. Ну, день заезда всегда такой, друзья. Я у Вована на комплекте. Погнали. Ну что, друзья, первый пляж добрался. Прям конкретно что-то, друзья, я не вижу. Что-то донки посносило, блин, капитально. Нормально. Вот это что-то снесло жестко, блин. Да, вода прибывает. Смотрите, ребята, как. Ладно, проверяем, насаживаем маски и так далее и тому подобное. Короче, ребята, проиграли мы. Здесь, на этом участке, травы просто немерено. В общем, Олег еще рыбачит на масках жуков, друзья. Просто насаживаются. Изи хорошо тоже берут. Вот он привез. Вот так чисто насаживаем. Одну на миножку, одну на майского. В целях экономии. Воды, ребят, просто ужас. Грязи. Тут как раз почему-то очень много ее. Короче, одна трава, ребята. Здесь у нас стояло 5 донок. Раз, два, да. Минус одна донка. Там коряга. И в прошлый раз у Олега здесь обрывали. Точнее, ее уносило как-то. Я ее поймал. Тоже на зацепе была, но леску вернул. Вот такие дела. Короче, трава беспонтово. Ничего не нравится мне. Все забито. Короче, завтра, наверное, будем переносить их. Ладно, едем дальше. Темно уже. Не видать. В корягу бы не влететь, аккуратно. Ну, быстро не газую, потихонечку. Так, что у нас здесь? Ну, здесь какого-то успеха я как будто бы тоже не наблюдаю. Ребята, донки все у берега. Просто все. Походу также трава. Вообще, вон, все, смотрите, снесло. Ужас. Вода прет. Вот тут, ребят, что-то, наверное, есть. Вообще у берега. Посмотрим. Окунь, ребята. А что, так окунь, что ли, вырвал? Ну что? Окунь я так не мог унести. На себе. Небольшой окунек, а донка, блин, вся у берега. Вот такой матрос на миногу. Опа. Поклевка, ребята.
Да. Что-то там звенит. Погнали. Вон та, ребята. Звенит. Вот это что-то звенит. Блин, тут они все вместе, блин. Как доставать, хрен знает. Кто-то есть, ребята. Тут, ребята, хорошо. А, тут два езя, ребята. С той донкой, блин. Ту донку поймал, короче. И два иска, ребят, попалось. Короче, тут рядом нафигачили их. Парни поднимаются. Так, друзья, ну что, нормально на 5 донок. Два изя получилось. В том месте, короче, смотались. Достаю и не пойму, как, думаю, дуплет, если насаживали только по одному крючку. Окушок. И крайне, ребята, там тоже все поедено. Ну, немного просто разбито в хлам. Парни подъезжали, у них вообще там тишина. 9 донок, там пляж такой классный. Что-то, говорит, одна или две поедено. Тот пляж там проиграли, все в траве. Так что, короче, завтра будем смотреть, будем перестановки делать, видать. 10:30, ребята. Домой надо ехать уже, отдыхать. Намотались сегодня, намерзлись. Поедем на избу. Парни поднимаются уже. Я что-то остановился, как будто звоночек был. Не знаю, перебрасывал. Тишина что-то стоит. Ну вот как-то так, ребятки. Но обычно вот сейчас самый пик. Сейчас надо вот час рыбачить. Днем это понятно, так чисто побросали. Ну и вода прет, блин, тоже плохо. Ну понемножку это что ловится. Вот так, ребята, плывешь, да, и в такое баланище может залететь. А вот так выглядит кордончик, ребятки. Красота. Я думаю, что такое мигает? На. Я знаю, да. Ну все, ребята, дома. Сейчас что-нибудь перекусим, чаю и спать. Что-то замотались. Погода, ребята, 7 градусов, 8. Вот так получилось у нас заехать. Уже даже с ребейкой. Ну, так и понимали, что будет вода прибывать, будет грязь. Ну, дай бог, что-нибудь наловим. Уже, в принципе, ребейка пошла. Так, немножко, но что-то ковыряем. Завтра донки, перестановка, проверка. Мы здесь на 3 дня. Ночь, завтра день, еще одну ночь. Еще поглядим. Все, друзья, на связи.
Сколько, говорит, я зарезал, сколько перерезал, да? Надо? Как душ невинный загубил. Лучок обязательно, конечно. Свежий, свеженький. Что будем делать? Крошку обязательно. Да? Приедем, поставим вариться. Сделаем и крошку, да. Чё. Доброе утро, друзья. Время 7 утра, начало 8. Ну, где-то 7, начало 8. Погода, друзья, смотрите. Ну, по расписанию, в принципе, так и должна. Да и даже не должно быть вчера дождя, конечно. Но все же. Погодка замечательная. Вода прет. Я вот смотрю, ребята, на той стороне у меня фидерное кресло. Она уже почти в воде. Водичка хорошо поднимается. Что, раскачиваемся? Олег, красавчик, уже с 5, наверное, на ногах. Не понимаю, сколько дури в нем.
Что-то вчера вроде повырубались в 2 даже. Пока приехали с проверки, было уже 11. Приготовили картошку с мясом. Сели покушать, что-то байки, шмайки. Смотрим, время уже 2 час. Давай, говорю, все попадали. По шканарям спать. В 5 утра соскакивает. Уже все убрался, полы помыл, посуду перемыл. Молодец. Просто как бы, блин, восхищаюсь прям. Потому что, ну, так относиться как бы к всему этому, порядок вести, как бы, блин, молодец. Так, у нас что, яичница, друзья, такая матерая, с сыром, с колбасой, с помидорами. Сейчас завтракаем. Ну и поедем проверять, что, ребята. Вчера, в принципе, уже было все понятно. Один пляж забраковал. Там трава, тяга. С оттуда надо переносить. А вот один пляжик прям дал четко. В принципе, получается, вчера всех больше он и поймал. 2 езя на нем было, и окунь, и 1 сход там был. Ну, видно, что там немного потрепано. Ну, короче, сегодня будет видно, ребят. Вчера, потому что не показатель, вчера был день. А весь ясь это утро, это ночь, это вечер. Вся рыба трофейная, это все ближе к этому времени. Вчера мы просто расставлялись. Ну, а сегодня будем посмотреть. Так, завтракаем и погнали. 2 продольника, щуколовки. Что-то да должны поймать. Ну что, братва, позавтракали, кофе попили, яичницу поели. Все, погнали на проверку. Сегодня будет видно, проиграли мы или не проиграли. Вчера, ребята, завязывал здесь. Было все на берегу, блин. Надо живца, друзья, достать. Живец. Что у нас по живцу здесь? По живцу что-то есть. Окуньки. Плотва сдохла. Подличик. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Задней стороны. Где полки, там, возможно, там они могут быть. Олег показывает соседскую избу, ребятки. Здесь еще изба есть, недалеко. Мы зашли. Пока поднимаемся. Ну да, слушай, тоже пойдет, да? Пойдет, пойдет, да, пойдет. Вон, ребята, Красавчик. тоже все порядочно. Много, правда, ну. Ну да, видно, что, смотри, закрыто, да? Да. Нормально, смотри. Порядок. Ну, порядок любит, Андрюш, пиздец. Пипец. Стол вон этот, что-то разделочный, наверное, да? Ага. Навесик с дровами. Топорища вон лежат. Костровище вон железное. Уже на века. Поварешка, мешалка. Ну, само зимовье. О, ну тоже, смотри, все четко. Ну, конечно. Дверь приоткрыта, чтобы не проветривалась. Кухонка, утварь, посудка. Тук-тук, можно? Темно. Вот так, ребят. О, смотри, порядок вообще. Стол, друзья. Печурка. Вон все подвешено. Все подмето. Дровишки готовы. Молодцы. На такую избу, конечно. Тут стол раздвижной, я так понимаю. Да. Чтобы этот можно было. Тоже антикомарины. Ну все, короче, как у людей. Комаря, да, Олег, да?
Да, здесь комаров много. Здесь конечно, да. ну, беседка. Беседочка. Ну, свежая, да, вижу? Ну да. Посвежее, чем изба. Да, да. Профнастил уже. Года 3 назад, наверное, построили. Они... Ага. Ну тут да, сидеть, конечно. Блин, тут надо все эти спиральки жечь, что-то такое. Ну да. Иначе тут с ума сойдешь. Не раздеться, ничего, да, Олег? Угу. У тебя получше будет, конечно. С этим расчетом. Ну, получше говорить, ну факт, что вот у нас тоже мужики нормальные. Серый. Ты чё? Приветик. Нормально, молодцы. Банька зачетная. Четко, ребята. Да, нижний венец обработанный, смотрю. Угу. Молодцы. Блин, ну такие зимовья, конечно, крутые. Да. Вот приезжаешь, вот говорю, бывает. Понятно, что ты вот проходом не знаешь, это Олег показал мне. Вон вытяжка душина. Ну, это потом без камеры я расскажу. Все, четко. Ладно, что, идем дальше проверяться. На озеро, где вот именно карась. Вот Олег вчера сюда заходил пешком от реки. Маленькая лодочка. Вот. О, какая-то птица. И поставил на карасика. У нас только так, да, братан? На удочку уже не клюет же у нас. Вот многие там, Андрюха, есть карась. Есть у нас карась, ребята, но он вообще не клюет на удочку. Хоть что делай. И вот когда тепло, он поднимается в такой период. Хотя, возможно, вчера дождь был, даже может и не побулькал он. Ну да. Вот такая лужа в лесу. Такое озеро. Блин, комаров вообще ужасно. Так, ребят, подходим к щуколовкам. Вот так у нас. Парни без меня вчера расставляли. И у них вчера сработка сразу же была. Так, вот у нас очередная. Да. Понятно, ну как-то так. А не вымотала, да, Олег? Давай, братка. Хотя нифига. Нет, да. Нифига. Какая же беда. Не, он хавал, смотри. Да. Вон, видишь, зубы. Че, живца? Давай. Давай. На продольник оставляй. Угу. Не знаю, может подмотать, Олег, нет? Ну, ради бога, потому что из-за Вовы мутил. Что-то, мне кажется, многовато. Может быть. Даже не оставил, лук поставил. Есть контакт? Давай. Вот сработка, ребята. Есть? Есть? Есть. Мелкая. Ага. Вот, ну, иди сюда, моя малышка. Ну иди сюда, твоя мать. Ну, мелкий только, сука, падает. Есть, да? Ага. Ну вот, ребятки, одна все равно попалась. Не зря. Не зря. Да. Давай, тяни. Короче, на донке, друзья, у нас вот одна поклевочка-то точно есть. Изек. Дай бог. Хорошо. Да. Идет, родной. Может, сучок, нет? Не. Нормально, брат. Слушай, ну тут травы-то вообще нормально. Это кабан, ебаный в рот. Тихо, не матерись. Кабанчик. Нифига себе. Смотри, дуплет. Дуплет.
Что-то фартит на дуплеты, да? Ну да, есть такая беда. Налимчик хапнул. Ну, такой тоже пойдет, да? Пойдет. На сковородку. Да. Вот так вот, ребята. В общем, чтобы ты понял, ясь попался на майского жука. Да. Сверху же, да, стоял у тебя? Конечно. Налим на миногу. На миногу, да. Круто. Так что пойдет. Короче, ребята, вода большая, но мы с рыбейкой. Потихоньку. Да, немножко выручает, конечно. Сейчас на день. Опять же по одной насадим. На день по одной. Так. Ну что-то унесло нормально так. Пока только мусор. Не, есть что-то. Налим, братан. Вот как-то так вот там, да. Такой же налим. Вот такие маленькие, сука. Как бороться с этой бедой, я не знаю. Короче, ребята, чтобы вы понимали, отучаем Олега от мата. Ну, Да. тут уже не переделаться, понимаете, друзья? Человеку 5-10, грубо говоря. Ну как ты? Шестой уже, братан. 6-й? Конечно. Ну вот видите. 110. Так что как-то так, ребятки. Налимчики. Следующая донка, друзья, опять налим. Чик. Да. Живой, да, небольшой, Олег? О, вообще пацан, ну. Малыша этого отпустим, по-любому. Налимчики. Ночью вышли. Вон еще и доест, короче, Олег. Конечно. Давай, парень. Видите, как подкармливаем, ребята? Да, он сейчас в шоке. Пусть. Мамке ему принесет. О! Сам не буду кушать, но хоть мамке принесет. Да? Давай, конечно, давай, родной. Пошел. Да, съест, он съест. Хулиган. Идем в следующую, ребят, такая же история. Такая же история. О, бродяги-то какие жадные. Давайте. На следующий год приедем. Но вода очень сильно, друзья, поднимается. Просто очень сильно. Перевтыкаем. Я вчера свои, блин, не перетыкал. Мне кажется, вообще затопилось. Хорошо. Ну все, в принципе. Что у нас тут? 3-4 налимчика и ясь на донке. На щуколовку щучка одна. Продольник тихо. Сейчас поедем вниз мои донки смотреть. И вчерашний продольник, который с Олегом ставили. Может, что-то попалось. Мы там попробовали в тиховодку его поставить. Не знаю. Вода прет, конечно, блин. Ужас. Так, ну что, еще один продольничек. Вчера с Олегом мы его под вечер вот так поставили. Печенька есть небольшое, да. Посмотрим. Место интересно, но Олег здесь не ставил никогда, да, Олег? Да, не ставил. Так что будем посмотреть, как говорится.
ближе к носу перенести. Ага. О, дохлая, да? Вон уже хавала. Меняем. Уже хавала. О, есть рыба. Есть, да? Да. Вообще, Смотри, как хавала. я даже вижу, продал. Видишь, как хавала. Мелкая. Мелкая, небольшая, да. Здесь у нас окунек живой. Тоже, смотрю, погрызано. Жмур, да? Это не жмур, Меняй. это он. Смотри, Вижу, да, да. смотри, что дело. Значит, завтра. Хорошее место, значит. Окунек. Да тут такие окуни, блин. Кабаны. Жмур. Вон тут что-то было на этом. Течение. Течение бьет. Да, это умирает быстро. Умирает быстро течение. Я выпрыгнул. Жмур, да? Да не жмур, тут вон, видишь? Жрала, блин. Вот ты, мелкая, видимо. Думаешь, мелкая? Конечно. Такие раны, блин. Окуня не нравится, да? Окуня не нравится, говорю. Можно что? Тут что у нас, блин? Ветка какая-то. Походу, вот там сход и был. Потому что она билась. Я ничего. Пиздоша. Вот тут был, который зеленый, Олег. Там щука была, сошла она. Ну да, вот на том было. Потому что она билась. Тут бойки. Поднимаемся? Угу. Поднимай. Пойдем. Да, была одна, ребята, рыбка, но ушла. Ребята, напротив избы 4 доночки, клевочка есть. Вчера здесь язык попался. Посмотри, как вода прибывает. Покажи. Вода вот так, ребята. У меня вон кресло, оно просто затоплено. Вчера оставлял. Ужас. Вон, Да, есть рыбка, да? Давай, мотылку не давай там. Ага.
что-то не снесло ее нифига. Налимчик опять. А есть подъездик? Ты подъездик? Она. Она. Чтоб мне понятно было, смотри, на верхний крючок, на майского жука. На майского жука. Вот, друзья, майский жук работает. Майский жук работает. Красота. Так, ребятки, ну что, остановились. Общие переговоры, сходка. Но мы еще с Олегом не ездили вниз. Точнее, я поеду сейчас с Женей. Там он у меня 10 доночек стоит. Ну, один пляж мимо вчера ночью, который просто там все замотало с травой, блин. А вот второй, где вчера попались два езя, там есть поклевки, говорит, вроде пацаны проезжали. Так, ну что у нас? Ребята приехали с дальнего пляжа. Вчера у них было 0, и сегодня ребята за ночь тоже 0. Они сняли все донки и поедем, наверное, на верхний пляж. Вечером там поставим на ночь. Здесь у нас езек. Этот продольник у нас весь потрепанный, видели. Там по пляжу тишина. Ну и там немножко налимчиков, и езек попался. На щуколовку. Щучка небольшая. Короче, ребейка немножко идет, ребята, грех жаловаться. Понятно, что не густо, но и не пусто. Карасины сетки не проверяем, пускай они стоят до завтра. Ну, то бишь, когда будем домой ехать, уже тогда проверимся. А так все шикарно. Погода сегодня, ребят, четкая. Приятно прям. Парни занимаются делами. Что-то налетели. Планово. Сегодня у нас баня, окрошка, хорошее настроение. Ну еще проверка, ребята. Я буду переносить. Сейчас поедем. А вон, как обычно, дрова колют у нас, друзья. Кстати, как... Олег, как обычно, слаживает. Да. А Женя там что-то делает, интересно, сейчас покажу. Пока не надо, пока. Потом покажу. Ребята, на участок. Здесь зацеп. Ну, здесь вчера было просто страшное дело. Отсюда я буду сматывать все донки и переставлять туда. Травище просто, блин, неимоверное. Какая-то ребейка, ребята, налимчик. Налимчик на миногу. На, брат, дай и беги. Вот такая гирлянда. Маленький Жень, налимчик попался.
Это еще та донка получается. Ай, и что-то мы еще, да. Да. Это твой, да, оторванный. На. Подожди же. Посмотрим. Да пойдет, такого же не отпускай. Да, таких я тоже жалко. Если как бы нормально. Ты не вытащишь нормально. На. На. Давай. Ой, бля. Мне кажется, хуй достанешься. Нормально. Пускай живет. Так, зеленая это там. Да, вот сейчас тут перепуталось. Как ты и сказал, тут все вот так. Переебано. Да. Сняли доночки, ребята, здесь. 2 налимчика здесь попалось. И все. Ну, короче, переставим. Не, туда, Жень, хочу. Там, чтоб там на одном стояли. Тут, короче, ребята, вообще водоем. Блин, затопило так, что ужас. Там, наверное, сейчас все соберу, Жень. А? Там, наверное, сейчас все соберу. Да, вот это уже точно взял. Да? Ну, вчера так и было. Эту взял, да. Вон там рыба. Да, подъязик. Угу. Такой стандарт тоже. Блин, Еще взяли. Что ли? коряга. Слушай, хороший, нифига себе, стандарт. Это изище. Килограмм? Я думаю, что ну, может чуть больше, да. Изище тут, я тебе скажу. Сколько? Изище прям. Килограмм-то точно есть. Килограмм чуть, да, есть. Так, сейчас вот надо как-то... Как что у нас тут? Куда? Снимай его и уходи отсюда. Да. Ну, килограммовый, да, 100%. Братцы, изище-то. Да он и намотал все. Блин, красавцы, вон, ребят, по локоть, блин. Да. Тоже, ребят, что-то возле берега. Не знаю. Или рыбейка. Или просто трава. Ага, кто-то есть. Женек, кто-то есть? Стандартик? Да, изи хороший, смотри, Жень. Ну это же стандарт. 800-900 килограмм, я тебе говорю. Нифига стандарт, слышишь? Кабаны такие, блин. Ну, я же тебе рассказывал про видео, про этих, про крымских. Вот здесь хороший изи, да? Они, ну вот они О, классные. кстати, на верхней попался на этот, На майского. на майского жука. Они карпами хвастались, мы вот этим хвастались. Нормально вообще. Изи, конечно, бомба, блин. Да. Четко, ребят. О, место от месту, да, Жень? Вообще розь. Вот так вот. 9 донов, у нас даже минога вся живая. Вот, Не подходил никто, не пухнул. вот. Да. А здесь вот так.
Прокатились, ребята. Вода прет. Там донки смотал, короче. Где-то переставили. Тут добавил. Посмотрим. Немножко еще есть у нас немного в запасе. Ну, 2 таких лаптя попалось. Налимчики там небольшие. Вот месту рост. Правильно Олег говорит. Андрюха говорит, я здесь уже 1000 лет отрыбачил. И знаю, вот, в общем, почему именно вот здесь стоят в начале, а не по всему пляжу. Потому что где-то зацепы, ребята, где-то, ну, вот, прям реально, вот как Олег говорит, так донки работают. И вот от места прям зависит, реально. Приехал ты на пляж, встал, взял середину пляжа и можно просто по бороде получить. А сел в начале пляжа или в конце, и уже совсем другой результат. Вот как-то оно так, друзья. Ну все, сейчас будем топить баню, готовить обед, заниматься делами. Прошлый заезд, ребята, были споры по поводу ребейки. Какие, Андрюха, это изи, это подъязки. Ну вот, ребята, сейчас хочу перед вами завесить по нулям. Вот этот в районе килухи, мне так кажется. Кило 10, друзья. Женька мне проспорил. А вот этот, друзья, 800. Вот этот, друзья, 800. 815. Ну, видите, друзья. Вот еще чудит. Как бы на глаз, но примерно-то понятно. Я и говорю, ребята, что изи прям, ну, крупные. Но килограммовый ясь, это хороший ясь. Ясь на килограмм. Добротные, чушки такие. Таких у нас вот редко попадается. У нас тоже езя много, но я имею в виду вниз по течению. Вот такие в основном 600-700 грамм, вот такие стандарты. А здесь прям у Олега такие кабаны прям килограммовые. Блин. Дуплеты попадаются, на донку тащишь, но чувствуешь, что рыбы там килограмма 2 сидит, потому что... Ну, в общем, вода хоть прибывает, ребят, но немножко ловим. Ладно. Буду готовить окроху. И, ребята, как обычно, пляжечку. Маленько у нас ребейка ловится. Не густо, конечно, но и не пусто. О! Я рыбу выкладываю. Оп. И все. Пускай они там плавают. Парни дрова прибрали, ребят. Потихоньку вот так каждый заезд. А так, чтобы вы понимали, вот на вот этом мотороллере, на мотоблоке заезжаем. Парни заезжают. Сушинка, которая упала, пилят и везут сюда. В районе избы, ребят, ни одного дерева не спилено. Я вам хотел показать, что Женек тут делал. Короче, разбирал что-то машинку старую. И это, знаете, вот этот дверкой от машинки. Короче, врезал сюда. А самое интересное, ребят, еще смотрите, что поставил. Хулиганы, да? Просто хулиганы. Итак, ребятки, ну что, таежную будни никто не отменял. Погода, ребят, шикарная, на солнце в районе 30 градусов, в тени где-то 22. Великолепно. Братва пошла на промысел, как обычно, ребят. Там заготовят новые ловушки на миногу, ребята, которые я не показываю. Олег сказал не показывать. В общем, ну,
Это правильно, потому что свои какие-то секреты должны быть. Соберут всю рыбу по флягам. Поставят донки еще. У нас остатки миноги, ребята. Потому что мы эти сняли снизу и хотим поставить на другой пляж. Ну, в общем, привезут рыбку. Сегодня хочу рыбу пожарить. Ну и окрошка. Ну и, естественно, баня, ребята. Как побывать в тайге, на таежной избушке и не помыться в бане. Баня крутая, великолепная. Подключили водолейку, ребятки. Я уже в прошлый раз показывал, что здесь у Олега есть станция типа насосика небольшого. И чтобы не заморачиваться, обрывы большие, чтобы не подниматься с ведрами туда-сюда, просто идет шланг к бане. И все, мы будем просто набирать баки и топить баньку. Еще раз повторюсь, тепло на улице, так что баньку особо кочегарить не придется. Приготовиться быстро. Все, погнали. Также, ребята, сварили яйца, картошку. У нас есть колбаса. Палка еще целая. Зеленый лук у Олега растет. Сметана, майонез. Сделаем окрошку. Евгений отдыхает. Спит. Кто-то работает, кто-то спит. Пускай отдыхает. Это нормально, ребята. Днем можно и поспать. Моя подруга, ребята, птичка-невеличка, она до сих пор здесь. Помните, я ее показывал, ребята, она здесь гуляет. Но у нее где-то здесь под крыльцом, походу, гнездо. Соответственно, как бы она здесь живет. Может, птенчики где-то есть. Вот она здесь гуляет. Берем, ребята, воду. Наберем водичку. Да, блин, сегодня прям жарко. Хорошо. Так. 2 холодных фляги. Нам достаточно будет. Так, надо пережатый. Ну все, вода пошла, ребята. Отлично. Также горячая вода. Вот такая фляга. Сейчас затопим. Пускай уже топится. Олега, ребята, вот смотрите, вот при входе вот такие канистры разрезанные, и вот от бурана гусянка. Это для того, чтобы ребята, когда приходили,
похода. Мыли ноги. Вот так ноги моешь сюда и поднимаешься уже, чтобы меньше песка, потому что на бару избушка. Сейчас вот все эти тоже каемки заменю. Ну и вода, в принципе, на помывку посуды. Вода нужна. Сегодня тем более рыбу будем жарить. Она нужна. Окрошка, ребята, летом, блин, вообще, кстати, крутая тема. Окрошечку прям, она заходит, когда жарко. Прям она круто заходит. Я бывает готовлю, друзья, ну, точнее не я, дома готовим как. Мы просто готовим оливье, почти что не заправляем майонезом, и бывает кто-то хочет просто оливье, добавляет майонез там и кушает, а кто-то хочет окрошки, добавляет там, ну, любой там, кто как любит, и все. Сейчас безалаберно все-таки накрошим. Ну а вечером будет рыба жареная, ребята. По-любому. Охота рыбки поесть. По поводу яиц, ребята, не буду, конечно, умничать, но мне бесит, когда вот так скорлупа, ребята, не отходит. Видите, здесь раз, и все четко. Просто не знаю, многие, может, этого не знают или как-то... Ну, знаете, бывает, когда просто шкарлупа, ребят, не отходит. Видите, как она чистится? Просто 3 секунды. Есть куча способов, конечно. Но один из самых простых, это, ребят, при варении яиц. Опять же, видите, мы варили вместе с картошкой. Так делать тоже нельзя, неправильно. Надо варить все по отдельности. Можно добавить соль. Просто посолить. И как будто бы все четко потом получается. Ну и просто обязательно, ребята, способ. Это после того, как мы сварили яйца, заливаем холодной водой. То бишь даем просто сразу резко остыть. И тогда вот, шкарлупа просто отлетает на раз-два. Просто без заморочек она слазит. Яйца, кстати, какие-то маленькие, ребята. Кстати, ребят, на кухне много ножей, и такие кухонные есть у Олега. Видите, как удобно здесь. И как бы у парней тоже, понятно, ножи. Но я вот готовлю даже своим ножом, который у меня для походов, который я беру. Я им и рыбу чищу. И готовлю. Потому что данный нож как универсалочка вообще. Мне очень нравится. Им реально можно и ветки там какие-то почистить. Порезать, я имею в виду. Подрубиться там что-нибудь. Колбаску нарезать на стол. Рыбу почистить. И этим ножом, ребята, разделывали теленка. Я давал пацанам. Они его разделали, потому что здесь как раз спуск такой широкий. Так что... Нож должен работать, ребят, помимо кухни, каких-то еще нужд, он должен работать, если у вас для походов, мне кажется. Это нож от Русберга, ребята, Енисей. Многие спрашивают. Очень мне нравится, как ребята изготавливают ножи. Все четко, все красиво. Самое главное, что
Все качественно. У меня от ребят около 4 ножей. И скоро придет очередная новинка. Потому что, ну, я не знаю, для меня, в принципе, эталон. У меня очень много ножей, китайских всяких, разных там самоделок. Ну, вот эти ножи, конечно. Самое главное, ребят, что это нержавейка. В первую очередь для рыбака. Так что, кому нужно, ребят, ножи, кто-то заинтересован, ссылка в описании. Промокод Дрюня 10% на любой нож, на всю продукцию от компании Росберг, на всю продукцию ножей. Под окрошечку, ребята, свежая зелень, конечно, обязательно. Тут уже, ребят, смотрите, как поспела. Хорошо. И пока она есть, надо кушать ее. Блин, погода замечательная. Комаров, конечно, стало, блин, в лесу, ребят, уже тяжело. Уже антикомарин нужен. Да. Ну, Женек замутил там иллюминатор с камерой, блин. Далее, ребята, смотрите, как облепляют. Сразу махом. Вот так вот. Держи, родной. Ну все, готово? Крошка решает, да? Летом эта тема нормальная. Уже ничего простого, а так вода. Да. Хоть хлеб, четкий. Да. А ты да, это я сегодня не привез. Как часы? А, ясь какой-то. Да это с общей кучей. Ага, ну такие вот, вот. вот такие, да, попались. Все понятно. Это вчерашняя рыба. Вот такой карась, ребята, у нас клюет. Короче, Вовка проверился. Ни о чем, говорит. Вот пару лаптей есть, конечно, хороших. Вот такой карась на севере, ребята. Все понятно. Короче, и на сетку нифига толком.
Вову. Приехал, ребята. Я сегодня даже уже подвигал стол. Вот вчера там сидел. Видите, садок, ребятки. Короче, надо сматывать. Вечерок, в принципе, хороший. Можно посидеть, мелочушку половить. С таким подъемом, с травой. Не знаю. У нас есть живец немножко. Как будто бы нормально. Так, у нас раз, два, три. А что, где четвертая-то? Не понял нифига. Что, вытащила, что ли? Донки одной не наблюдаю, ребята. Так, ну, в принципе, ребята, вот добрались. У нас здесь стоят щуколовки. Щуколовочки. Сейчас сюда встанем куда-нибудь спокойненько. И порыбачим. Тут вот ручеек выходит. То, что нужно. Перед процессом, ребята, обязательно побрызгаемся, потому что, блин, зверя столько стало, что мама родная. Хорошо. Ну что, вот где-то здесь, ребятки, попробуем. У меня здесь кашка есть от фидера. Сейчас покидаем немножко. И порыбачим. Вот так вот. Блин, 1000 лет, ребята, на удочку не рыбачил. Отвечаю. Вот удильничек такой. 4 метра. Глубина. Настрой. Все дела. Будем на опарыша, ребята, рыбачить. Такая курюшка, заводь. Ну, заодно и живца подловим. Живец нам нужен. Тик. Тик. Так. Вот такой пучок. Небольшой. Все, погнали. Сейчас вот сориентируемся, ребята. Че почем. Где лучше. И попрем. Ух. Прикормка была зря, ребята. Собралась сразу шакля. Шакля нам не нужна. Прикормка была зря. Блин, это не дело, ребят. Что-то она мне не нравится. Хотя бы плотвичка клювала. Было бы уже лучше.
Зря подкормил, конечно. О. Плотва, ребят. Это нам нужно. Этот нам живец, ребят, нужен. Мы возьмем его. Вот так вот. Пойдет. Оп. Тихо, 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 мать. Стоять. Наш пациент. Вот так, ребята, баловаться можно. Вовка рыбачил, даже подъязиков поймал. Каких-никаких. Небольших, конечно. Но так на удочку-то прикольно. Блин, шмели жужжат всякие, блин. Лето, ребята. Лето — это хорошо. Лето — это тепло. После долгой зимы, ребята, это прям, блин, бомба. Когда вот такие денечки стоят, прям круто. Он сходу херачит, блин. Это, походу, верхоплавка. Верхоплавка. Да, стоять. Стоять, 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 стоять. Иди, ведерко. Иди, ведерочка. Сейчас живчика подловим. Еще головки проверим. Уже меньше работы будет. Ух ты. О, ребята. Вот пойдет уже сорожка. Подошла и покрупнее. Вот тут уже экстрактор нужен. Все-таки заглотишь. Тут уже нужен экстрактор. Да. Ой-ой-ой. Тихо, не греми. Андрей Викторович, не гремите. Ну, такая уже, да. Пойдет. Шмелики летают, блин. Ок. Постояли и хватит, ребята. Штук десяток поймал. Штук 15. Прикольно. Душу отвел, ребята. Блин, здорово. Сейчас по щуколовкам пройдусь, заменю все. Щуколовочки здесь стоят у нас. Заменим живца, и все будет чин-чинарем, друзья. Уже какую-то работу сделал на вечер. Не зря прокатился. Ну, как жевало, блин. Как жевало.
Тут нормально все. Ну, ребятки, проверю. Продольник. Еще раз мотаться. Живца наловил. Щеколовки проверил. Тишина. Опа. Иди сюда. Чуть-чуть живца осталось. Блин, опять похрумкала, блин. Щурогайка. Опять похрумкала, блин. Блин, кабаны такие сидят. Окуни. Да, вон, видите, ребят. Опять поперекусала, блин, всего. И вся. Крупной щуки нету. Крупной щуки нету. Крупной щуки, к сожалению, нету. Окунь здоровый, понятное дело, еще рогайка такого не тронет. А вот мелкую сорожку сбивает. Он окунь что делает. Тут что? Тоже у нас бодала. Не живет, блин. Короче, насажу сейчас, друзья, и на лагерь к парням. Надо рыбу жарить, готовить. Ой, хорошо, друзья. Блин, замечательно. Кордон, конечно, у Олега, ребята, просто сказка. Просто нет слов. Ну, в принципе, все, друзья, что. Наступает лето. Точнее, она уже наступила. Плюс-минус. Ну, конечно, вот эти дожди немножко нам помешали порыбачить. Ну, без рыбы мы не остались. Сегодня последний вечер, ребятки, завтра уезжаем домой. Мы ненадолго заехали. Так что сегодня последний вечер. Блин, тут, конечно, блин, сидишь, ребята, и вот так смотришь, и просто нет слов. Просто охота вот так взять, посидеть и помолчать. Вован дотопил баню, пока я уезжал. В общем, уже скоро баня, ребят, готова будет. Парни отдыхают, спят, высыпаются. Красота. Ну, конечно, съездим еще проверимся. Наверное, пораньше надо съездить провериться, чтобы потом перед баней уже чтобы раздеться, переодеться, чистые вещи одеть. Рыбу пожарим. А у меня, кстати, я привез Олегу подарок, ребята. День рождения было в тот заезд, когда мы уже уезжали. На 16 мая я у него остался, и на 16 мая я выезжал у него. У него было день рождения. Мы планировали 19-го заехать, отметить день рождения. Чисто так все знакомые, друзья. Но я не поехал. Ну а подарочек привез, ребят. Чисто так от души, от сердца, на память. Наверное, сегодня вечером задарю его. Я вообще забыл за этот подарок. Сейчас в сумке антикомрин ищу и смотрю, точно уже забыл. Короче, чуть не увез обратно. Вот как-то так, ребята. Больше-меньше
просто наслаждаемся, отдыхаем. Подъем воды, конечно, ужас, просто ужас. Я первый раз вот, ну, именно когда рыбачу и вот вижу вот такой подъем, что просто сидел от воды порядком, не знаю, метр, наверное, и сегодня просто стул был в воде. Это, конечно, вообще ничего не сказать. О! Баньки огонь. Можно мыться. Добрый вечер. Ну что, друзья, последний день, последний вечер. Прибыл я на свою точку, где у меня стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть доночек. Но они прям рядышком, ребят, вот так. Потому что вот именно в этом месте хорошо поклевывает. Вода до сих пор прибывает. Ну, короче, надо, ребят, зарядить на ночь. Последняя уже, ребята, у нас миножка. Парни поехали наверх. Там все обработают. Но я, в общем, здесь приехал немножко пораньше, чтобы не как вчера по темну там, блин. Ну, сейчас все. Перезарядим и домой. Баня. Жареная рыба. Ну, что-то поклевок не вижу, чтобы что-то там качало, дергало. Ну да ладно. Комаря столько. Ну все, ребятки, дома. Как раз с парнями вернулся. Подымался туда, там, здесь. Короче, все обработал. Все последнее. Иду немножко почистую. Последний шанс, так скажем. Вованчик сейчас рыбки наберет. Щучек небольших там у нас попались. Зажарим их. Пожарим. Там, Вован, без фанатизма, слышишь? Так, чтобы жарежка была. Много не набирай там. Сегодня наш ужин. Да? Такой и должен быть, да? Конечно, конечно. Поймали. А там что, даже миногу не поел, ничего? Там, слушай, там что-то перепутано все опять, все к берегу. Короче, ребята, щучки и налимяшки небольшие. Сейчас Вован почистит, а я пожарю. Ну вот, ребятки, чисто на поесть. Пару сковородочек, 2 налимчика, 3 щучки.
так на рыбалке побывать и рыбу не поесть. Потому что навезли, блин, всякого разного. Тут у нас еще окрошечка. Нормально. Так, братва, ну что? Рыбейку пожарим и в баньку. И отдыхать. Время уже 9:30. Время летит незаметно, блин. Мучка есть. Солюшка есть. Как обычно, в пакете, друзья. Без всяких заморочек. Насыпаем мучку. Добавляем соль. И свежую рыбу прям так сейчас перемешаю мучку. Какой-то пакет вроде бы дрявый, что ли. Ну, блин, дырочка, короче, небольшая. Ну что, вытерем. Чего страшного. Масла побольше, ребят. Обычно в таком мобильном масле жарю. Все. Нашу рыбейку туды. Сначала налимчиков пожарим. В пакете что удобно, друзья, то что меньше мусора. Ну, конечно, если пакет нормальный. Видите, вся рыбка обволакивается. Вот так вот. Друзья, рыбку вот так запечатываю, видите, красавица. А это вот печеночка. Вот эта тема. Делаю такую румяную более. Все проснулись, начали созваниваться. И на Ленинском проспекте. Я только узнала от звонков друзей, родственников и так далее. Знаю о том, что она прилетела. Как на каком живете? На 15-м, прилетела на 14-й. Ни в одном из случаев жертв нет. За помощью обратились 2 человека. От госпитализации отказались. Позже Министерство обороны отчитались. Беспилотников было 8. Все они поражены. 9 градусов, ребята. Время 11:30. Поели налима. Щучки. Красота. Ну что, все, сполоснемся в баньке. Так сегодня не кочегарили ее нифига. Так чисто помыться. Ночуем и завтра домой, ребята. Все. Завтра сборы. Нет смысла оставаться. В планах было, может быть, еще на денек, но с такой водой, ребята, вода прибыла очень-очень-очень сильно. Прям реально. Сейчас она доходит до тех моментов, что вот мы весной заезжали, когда сюда, вот она уже практически наполовину поднялась. По пляжу, конечно. Не есть хорошо. Рыбейка тоже. В это время, в этот момент она не берет. Тяжело. Травы много, грязи. Ну да ладно, братцы. Все, давайте на связи.
Ребятки, доброе утро. Моросит дождь с утра. Мы уже проснулись, позавтракали. И потихоньку, друзья, начинаем собираться. Вовка у нас уже погнал на Таежное озеро снимать сетку на карася. Ну, карась особо не поднялся. Вчера он привез только 4 штуки. 4 карасика, что-то там пара окуней попала, щучка небольшая. Ну, а мы уже потихоньку тоже умываемся, броемся. И вперед снимать снасти, донки, продольники, щуколовки. Вода, друзья, смотрю по веточкам, еще прибыла. Вот эта березина, сейчас вы ее не видите, она вот лежала тупо на пляжу. Она вся в воде уже нормально, порядком. В окно увидели, лису выходила. Как раз из избушки вот видно, когда сидели за столом, смотрим, рыжая лазит. А так Олег говорил, что вот сюда прям приходил медведь. Прям в упор. Когда-то было дело. Да. К сожалению, домой, ребята. Охота еще было порыбачить. Ну, сами видите, что творится. Смысла никакого не видно. Не вижу, не видно, не видим. Так что сейчас одеваемся. Вован ушел. Женя у нас пойдет туда, наверх, куда они вчера вечером ставили донки. Снизу, которые снимали. Ну а мы с Олегом почистим все здесь. Здесь, там. Продольник, щуколовки, все снимем. Посмотрим, что, может, что попалось. Почему-то мне яичница охота, блядь. Или глазуньи, блядь. А чё вы ничего не так? Кстати, братья, первую ночь-то хотели посидеть же, Ну да. за столом, Да, да. туда-сюда. Вчера ты пораньше лег. 16 мая же день рождения у тебя было. Мы уезжали. Я же тебе говорил, подарочек тебе привез. Сумка Кан, братан, такая. Тут можно его и на пояс одевать. Короче, такие лопасти. Под Харю понял, кто занимается. Тут кармашек. А так это, по идее, сумка Кан. Открываешь, здесь ведро. Ведро такое можно убрать. Как сумочка. Как сумка, да. Можно оставить жестко, не знаю, поддонки. Поддонки. Нормально, да. Ну и цвет этот, как камуфляж. Сам наш, мы же любим. Компанию Фигаши. Такой не скользит, ничего. Держи, братик. Спасибо. Тебе пригодится куда-нибудь. Тут этот, ну, отщелкнул там, не знаю, отрегулировал, короче. Ну да. Куда-нибудь заболтаешь. Ну, конечно, летом по-любому как сумку буду использовать. Вот, да. Зимой... А так, видишь, типа как рыбу ложишь туда, чтобы Я видел, не я выпрыгивала. видел. Для нахлыста, для харю. У тебя где-то же... У меня такая есть, была, да? уже разбитая вся. Это абсолютно новая. Вот, не знаю. Друзья, как за ночь прибыла вода по пляжу. Я фидерный стул вчера помыл, так думаю, посушу. Отодвинул его порядком. Короче, сидел где-то я вот там, когда первый день на фидер рыбачили. Ужас. Ужас, что творится. Вон вчера такие поклевали. Ой, да. Опа.
Ну что такое резает? Есть одна, да? Попалась. Ну вот такие, да, наверное? Угу. Не крупные. Херачат. Хорошо и в щеку так вогнал. Одна щучка попала, ребята, на продольник. Идем дальше. Щуковочки, да. 2 щучки-то попалось, да, получается, да, за рыбалку. Налимчик. Засранец. О, кишки, ребята. Кишки выплюнул. Не жилец. Такие ребята. Засранцы. Много всего, да? Да. Размер, блин. Такие щуки попались на донке. Небольшая, говорит. Подъязок, что-то там. Короче, там работают пески. Последний, ребята, пляж. Последние доночки. Забираем. А донок, смотрите, ребята, палец просто разрезанный. Да, вода еще подымалась, еще поклевывала. Сейчас уже все. Какая-то рыбейка. Изючек попался небольшой. Изючек небольшой. Ага, его та донка. Вот вчера так и было. Ну, в общем, всегда так было. Здесь чисто. Такой пойдет, да, Олег? Да. Хорошенький. Окунек-то. В общем, рыбейка есть у тебя здесь? Угу. Живет. Есть, непогода. Такой, слушайте, хороший, да, блин. 43-й на босу ногу. Что-то Вовка с тайги привез. А, ну да. Красивые ребята, видите, какие бронзовые. Небольшие караси. Так, друзья, ну что,
такой у нас улов. За 2 ночки. Карасики. И тут по мелочи. Да, конюк такой хороший попался. Полбочки поймали на донке. В такой воде, конечно. Блин, этот ясь килограммовый выдает. Ладно. Не густо. Ну и не пусто. Мы думали, вообще ничего не поймаем с такой водой. Все, друзья. Ну, поштучно, короче, там немножко. У Олега, в принципе, ясь еще, ребята, будет. И будет очень хорошо ловиться. В середине июня где-то примерно. Вот к Олегу я хочу заехать, прям тупо оторваться по изю. Он будет брать, ребята, прям страшно. Ну и ловиться не на червя, ребят, не на миногу, а на совсем другую штучку. Но это в дальнейшем. Сейчас еще завтракаем, хотел сказать. Перекусываем. Собираемся, убираемся, наводим марафеты и домой. Все на обед. На завтрак, как говорится, да. Яиц навезли, да, что-то Да. надо делать. Лазунью перед уездом сделаем, и нормально будет. Подкрепимся, да и в путь дорогу. Для этого совершенно не нужно ходить в офис. Был бы ноутбук под рукой, да Wi-Fi. То есть ты можешь поехать в любую страну, ты можешь взять ноутбук, работать на пляже. То есть это абсолютная безграничная свобода. Где висит? В узких айтишных кругах удаленка была. Положи на птичку уже. Ну что, друзья, порядок. Все помыли, все убрали. Спасибо, домик.